Оланет выланет, дона кывзыщас. Слушайте, коми мой тыща. Охота – главный промысел коми. Место проживания этого народа занимал преимущественно лес, поэтому он являлся главным источником всего необходимого для выживания. Охотились круглый год и строго по календарю, чтобы природа успевала восстановиться. Использовались как ловушки, так и ручное оружие – ножи, копья, топоры, ружья и луки. Кстати, вплоть до начала 20 века. Основным средством передвижения зимой были лямпы, длинные широкие деревянные лыжи, иногда покрывавшиеся снизу мехом для лучшего скольжения. Всю добычу коми вывозили на деревянных санях, нартах, длиной около 2 метров. Существовало также немало правил ухода из дома на охоту. Нельзя провожать отправляющихся в путь до крыльца и перед выходом, и сразу после подметать пол, ибо можно было следы путнику замести, и тот обратный путь не найдет. У выходящегося в дорогу ничего не берут, ни денег, ни вещей, не достанет чего-нибудь в пути. Если мужчины ушли на промысел, домашним запрещалось ругаться и шуметь, чтобы не распугать добычу и не вызвать ссору среди охотников. Наряду с этим существовали приметы и предписания, связанные только с охотой. Считалось неприличным спрашивать у отправляющегося охотника, куда он идет, а у возвращающегося, сколько и чего он добыл, и запрещалось сразу всем показывать ее, тем более черноволосым и черноглазым людям. В случае неудачи любопытного могли обвинить в преднамеренной порче. Не допускалось заранее упоминать про дичь, чтобы не вспугнуть удачу. Перед входом в лес надо предупредить или спросить разрешение. «Природа, матушка, здравствуй! Пришли снова. Дай нам хорошо, например, собрать ягод». Хотя или перед началом промысла делали подношение лешему, версе или водяному васе. Оставляли на пне или бросали в воду табак, хлеб или другую снедь, исключая рыбники. На верхней вычерде по прибытии на место и перед началом промысла все участники артели проходили через дым от веток можжевельника, брошенных в костер. В течение всего охотничьего сезона соблюдались правила, регламентирующие отношения с лесом, зверем, духами. Кроме жертвоприношений, перед началом охоты принято было оставлять на пне или на берегу первую добычу лесному или водяному духу соответственно. Существует также строгий запрет на ругань, сквернословие и тем более поминание нечистого в лесу. Вопреки женскому высказыванию «в доме не матерись, не в лесу ведь». Считалось, что верса может даже выкинуть из леса охотника сквернослова. Согласно нормам обычного права, у коми земля, леса и воды считались божьим творением и не принадлежали никому, пока в них не был вложен труд по их освоению, который как бы давал право становиться совладельцем наряду с прежними собственниками, духами-хозяевами. Во время охоты мужчины жили в лесных избушках с хозяйственными постройками для хранения охотничьего орудия, нужных вещей и добычи. Разрешалось использовать даже чужие дома, но перед уходом необходимо было оставлять часть провизии в знак благодарности. Несоблюдение любых правил строго наказывалось. Перед тем, как войти, охотники говорили: «Избушка, матушка, пусти переночевать да погреться». Считалось, что и дом, и дерево имеют своих хранителей, которые берут под свое покровительство охотника, произнесшего еще другую фразу: «Избушка или ель, пусти переночевать, обереги от ветра падеры, от огня воды, от дурных людей, от лютого зверя». В лесную избушку, даже свою, нельзя было заходить без стука, а, растопив печь, следовало кинуть в огонь кусочек хлеба. Охотники опасались устраиваться на ночлег в нечистых местах, у развилки дорог и под развилистым деревом. Считалось, что там проходит дорога Версы или свадебный поезд духов вихрей, которые могут прогнать человека или раскидать его костер. Поскольку каждое дерево и каждый вид животных имеет своего хозяина или духохранителя, строго запрещалась бессмысленная рубка деревьев и необоснованное убийство зверей и птиц. К тому же лес может вести животных вглубь леса и спрятать там, если мужчины слишком много охотились. Еще Верс распространял свою власть на многие, не связанные с лесом сферы бытовой жизни, и обращались к нему во всех затруднительных случаях. Например, его призывали защитить путников в долгой дороге. Представляли его в виде вихря, большого человека с вывернутыми ступнями, а также медведя. И это животное отличалось особым почитанием,
потому что оно считалось нашим дальним родственником. По одной из легенд, это бог Йен подарил замерзающему человеку шерсть. Перед охотой для него варили сладкую кашу из ржаной муки и ставили ее перед избушкой, чтобы задобрить, угостить медведя. И если зверь принял жертву, то охота будет удачной, иначе же лучше не ходить. Прежде чем убить медведя, необходимо клятвенно извиниться, заверив, что не охотник его убивает, а оружие. После этого ему вырывали зубы и когти, отрезали голову и хоронили ее, приговаривая: «Хороним тебя вниз головой, чтобы больше не пришел сюда, ведь косолапый может ожить и отомстить». Опаснее охоты на медведя была охота на лося. У Коми даже есть пословица: «Идешь на медведя — готовь постель, идешь на лося — готовь гроб». Боровую дичь при опаривании просили пригласить своих родственников под ружье охотника в его ловушке. Строго воспрещалось упускать подранка, а тем более приносить живую добычу в охотничью избушку или домой. Животное, пораженное охотником, не только нельзя оскорблять, но также и жалить, иначе оно будет долго умирать, мучиться. Добычу мог оскорбить кто-нибудь из посторонних, поэтому мужчины скрывали ее от чужих глаз, а шкурки пушных снимали ночью. Пушнину любого ценного зверя, особенно куницы или соболя, вывешивали посреди потолочной балки шалаша, а тушку зарывали под очагом. Перед ужином души добытых зверей, так называемых почетных гостей, приглашали к столу наравне со всеми присутствующими. Четко прослеживается у Коми пережитки культа деревьев. Буря, поболевшая в лесу много стволов, предвещала войну. Существовало убеждение, что растения не только понимают человеческую речь, но и сами разговаривают между собой. Также Коми раньше поклонялись священным деревьям, которые оберегали их, связывали миры и поддерживали общение с богами. Коми и сейчас продолжают свой промысел, но уже не ради выживания, а лишь чтобы отдохнуть и отдать дань уважения предкам. Не забывайте родную культуру и помните о своем народе. Если вам понравилось и вы узнали что-то новое, то подписывайтесь и ставьте отметки «Мне нравится». Зе вишитаття, а дійшли доставу бурси. Дона Кипзищес.